I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. Творческое объединение, сплоченное общей идеей Elvis Group. Видео, фото, дизайн, реклама, реклама. Всем привет, это видео-анонсы новинок брестского рэпа. Уже 4-й выпуск, со мной снова Elvis Group и я, Миша Майк Халь. Сегодня расскажу о последних новинках. And now poetry by Gary. Yeah. Nigga. I'm 100% nigga. А начнем мы сегодня с группы DSL. Неизвестно, как расшифровывается эта аббревиатура для своих людей, или Dia Street Life, или Думай Сам Лох, или Dick Sucking Clips. В любом случае, у ребят явно творческий прогресс. Сначала вышел релиз, микс про тейп, а потом куча видеоработ, клипы. Ну давайте обо всем по порядку. Релиз группы, думаю, найдет своего слушателя, потому что выдержан он строго в стиле группы DSL, но я расскажу о том, что более интересно, а именно о видеоработах. Сами DSL не раз снимали от лица своего лейбла и клипы, и промо-ролики для девушки Lucky Charms, и для ребят с квартала. Ну, вдруг они столкнулись с проблемой, а кто же снимет клип им? Это я не знаю или знаю. Историчный Капкан фильм, довольно известный по Беларуси. Знаю. Ну, Капкан фильм подарили Бресту еще один клип без сюжета. Все 3 минуты мы наблюдаем за лицами участников группы, за Артуром и Владом. Но, однако, стоит отметить, что клип разошелся по рэп-сайтам, подпискам ВКонтакте, группам, набирая положительные отзывы, лайки, комментарии и все такое. Следующий релиз, о котором мы поговорим, это второй альбом группы Квартал, альбом «Дети бетонных стен». Да, у нас уже 4-й выпуск и 4-й раз мы затрагиваем эту группу. Надо заметить, что альбом гораздо лучше первого, виден прогресс, заметно вырос участник Павлуша, и теперь в плане читки между участниками группы Квартал вовсе нет разбежки. Также все еще стоит отметить вокальные данные Саши с Квартала, вместе с тем очень крутые припевы. Что же еще сказать, как бы уже был снят клип на одну из тем в Бресте, также ожидаются, планируются и обещаются съемки клипа в городе Питере. Кроме всего этого, была уже презентация альбома в городе Пинске, всем это очень понравилось, и 13 октября будет презентация в городе Бресте. 30 косарей, это не цена, за такой концерт нужно брать сполна. Ну все для вас, ребята, жизнь одна, в 7 часов 13-го, клуб «Сфера». Квартал продолжает делать треки под штампом от души и для своих людей, поднимая простые темы для широкого круга слушателей. Но как же этой группе повезло с минусами? Действительно, наверное, одни из лучших битов в Бресте у группы Квартал. После прослушки альбома «Дети бетонных стен» я захотел послушать немного немецкого рэпа. И совершенно случайно скачал альбом Bushido и Zido 23. И совершенно случайно на этом релизе я нашел трек Auch wenn manchmal regnet. Простите за мой немецкий. И что бы вы думали, эти треки оказались чем-то похожи. Вот давайте даже сравним. Трек группы Квартал. Мы дети Урбана, сыны бетонных стен, асфальта, машин, людей, темных дел. Ага, а теперь давайте Bushido. Gemeldet vor dem Schlafengehen. Es ging mir gut danach, ich musste keine Schafe zählen. Du warst da. Вы представляете, вот это уровень. Немцы крадут минуса у брестских рэп-групп. Хотя стоп, что я несу, ведь альбом Bushido и Zido вышел в 2011 году. Что-то здесь не то, надо послушать трек от души, пожалуйста. От души этому городу, от души югу и западу. Стоп. Это случайно не олдскульный Джеди Майнд? Вообще я немного удивлен, а теперь еще и на 100% уверен, что и все остальные минуса с альбома тупо скачаны с интернета. Хотя какого альбома? Теперь это не больше, чем микстейп. Ребята, где же какая-нибудь пометочка в конце треков, что это инструменталы? Где скромная маленькая надпись на обложке, что это все-таки микстейпы? Вообще это извечная проблема русского рэпа, читать под минуса американцев, скачанные с интернета. Но только если кто-то это открыто признает, то другие это как-то пытаются скрывать и даже выдают минуса за свои. И я удивлен, что эта проблема постигла группу Квартал, которая вроде бы добивается серьезного уровня, там, поет на телевизоре. Ребята, просто детская оплошность, я не знаю. Надеюсь, тонкий намек понят, и на следующий свой релиз группа Квартал не пожалеет денег и купит авторские минуса. Ну, либо обойдется эконом-вариантом и просто напишет слово «микстейп» на своей обложке.
Невероятный камбэк замутили пацаны, которые пару лет назад неожиданно появились в брестском рэпе. Сразу же начали организовывать какие-то вечеры, создавать какие-то объединения, а потом также неожиданно куда-то пропали. Так вот, нет, никуда они не пропали, а как говорят они сами, просто перешли в режим наблюдения, который им надоел, и вот что мы видим. Группа Shady Dangerous возвращается под новым названием и с новым стилем. Как говорят сами ребята, ради разнообразия они решили немного американизироваться. Я не африканец. Да русский я, под Саратовом родился, в Ершовке. Записаны на Mad Voice Records треки под чужие минуса. Кстати, да, на этот раз группа сама признается, что минуса чужие, но обещает исправиться. Так вот, записаны на Mad Voice Records треки собрали довольно положительные отзывы. Среди последних это довольно вялый Super Hero, напротив просто взрывной What You Wanna и знаменательный трек с еще одним неожиданно вернувшимся участником Мегой из группы Black Bloc. Последний так и называется Be a Comeback, о чем собственно нам и говорят припев и два куплета. I'll be back. Кстати, насчет припевов. Брест никогда особо не отличался какими-то кочевыми припевами, которые можно было бы слушать и под них прыгать, качаться, сходить с ума. Так вот, ребята сполна восполнили эту проблему. Если они продолжат также держать свою марку, то и рано или поздно их припевы будут вылезать на рингтоны. Что нам говорится в треке? Ну, пожалуй, и на английском, и на русском языке, и на том же припеве. Мы слышим о том, что ребята возвращаются, также вдобавок к своей песне они подкрепляют общее впечатление обещанием о том, что скоро вернется второй участник группы Black Bloc, Ravен, и тогда уже ребята продолжат выпускать треки в бешеном количестве. Плюс ко всему этому нас ждет серия пати, которая постигнет Брест в ближайшее время. Остается только ждать. Не могу ждать! Grizzly D32S, черный, лупатый. Нет, я не сошел с ума, я всего лишь переслушался треков Данилы D32S, альбом которого я обещал еще в прошлом выпуске, но теперь о нем стало известно чуть-чуть больше. А именно то, что на альбоме будет 10 треков, один из которых скид. На другой трек будет снят, скорее всего, клип. Ну а гости на альбоме это такие местные рэп-звезды, как Барик и Джулиана Скайс, а также девушка Ника. 3 трека уже в сети, и по последним подгонам можно сделать вывод о том, какой альбом это будет. До жути страшный, до дрожи правдивый. Вообще стоит сказать, что творчество Данилы D32S сможет слушать не каждый. Хотя бы потому, что под его треки тяжело качать попой под бит. Плюс из-за особенностей голоса, ну и из-за текстов и манеры чтения. Я твои истории просто переебываюсь, я уже не могу их слушать. Одна история охуеннее другой. Про говно, блядь, про какую-то хуйню, молодую. Что ты несешь вообще? Ты можешь слишком станет, возбудимся, блядь, чего, блядь? Я так скажу, творчество Данилы следует распробовать, и сделать это надо постепенно. Внимательно прислушиваясь к рычанию в треках, можно подчеркнуть для себя много интересных и классных строчек. О стиле самого альбома можно сказать по последним трекам. Это самое-самое, Черный Лупатый и Азазель с той самой девушкой Никой. После прослушивания последнего я сидел с большими глазами, не понимая, что меня больше вставило. Необычный речитатив D32S или просто прекрасный вокал Ники. В любом случае я присоединяюсь к той группе людей, которая ждет альбом от Grizzly. Ну и ему советую дальше совершенствоваться и серьезно подумать над переходом к шансон. И наш первый информационный партнер — Rap Media By. Молодой проект, который обозревает все последние действия в белорусском рэпе и хип-хопе. Подошел к концу наш 4-й выпуск, ну а первые 3 можно посмотреть вот здесь. Также помните, что нам все еще важны ваши комментарии, мнения, отзывы, критика, сердечки и все такое. Ну и ждите 5-й выпуск Hip Hop News.